Дайте бедному судье на пропитание. Мне удалось с ним связаться, потому что в зал суда меня не пропустили, сказали, что там 6 человек только допускается, там 3 защитников пошло, она пошла, отец и кто-то еще. В общем, меня не допустили в зал суда. Или маска. И он позвонил мне с телефона жены своей, он не знает, что его ждет, по какой статье, ничего не знает. Насколько я понимаю, это все предположительно, потому что гражданский защитник только зашел подавать жалобы. Я так понимаю, 20.3 это размещение каких-то экстремистских материалов в соцсетях. Я успел у него спросить по поводу, что ему инкриминирует. Это административное, скажем так, дело или уголовное. Он сказал, что это административное за лайк в соцсетях. Далее я его спросил насчет конкретно, что это, какое-то видео, это или какое-то там, скажем, какое-то предложение, как оно называется там. Статья, так? Да, статья. Он говорит, я сам толком не понимаю, о чем идет речь. В общем говоря, он, находясь на скамье так называемых подсудимых, он не знает по факту, за что его судят. Прошло заседание по Куламетову Гераю Зекиевичу. По самому заседанию, что мы можем сказать, что сторона обвинения и сам суд вообще не учитывал сторону защиты Куламетова Герая. Был подан ряд ходатайств в отношении постановлений, в отношении рапортов, которые были предъявлены Куламетову Гераю, которые были отклонены со стороны судьи, и были представлены ходатайства также о изъятии и исключении из материалов дела экспертизы эксперта, то есть который постановил, что та тематика, которую выставил в интернете в какие-то годы еще при Украине Куламетов Герай, является атрибутикой, запрещенной в Российской Федерации террористической организации Хизбут Тахрир. Судья в своем постановлении смешную вещь заявил о том, что есть смягчающие обстоятельства по отношению к Куламетову Гераю, это наличие малолетних детей и тому подобное, и дал ему 10 суток. Да? То есть он не смягчил, как говорится, а наоборот усложнил эту всю ситуацию.